Айтматова появилась. Великий писатель Чингиз Айтматов известен по всему миру. О его творчестве и вкладе в развитие общества сегодня говорили парламентарии стран Содружества независимых государств. В Бишкеке прошла международная конференция, посвященная 95-летию Чингиза Айтматова. Было подчеркнуто, что в произведениях писателя были заложены огромная философия и реальная судьба человечества. Он умел подробно описать жизнь простого человека, ставшего жертвой тоталитарной системы времени, в котором он жил, описать жалкую судьбу народов, лишенных национальных ценностей, и раскрыть эти ценности в образах людей, жаждущих справедливости. Кроме того, Чингиз Айтматов впервые использовал термин «мангурт» в романе «И дольше века длится день», после чего понятие «мангуртизм» стало широко использоваться не только в литературе, но и в жизни всего человечества в целом. Творчество Айтматова богато и разнообразно. Каждое его произведение заслуживает внимания и изучения. Айтматоведы рассказывают, что изучение ведется по нескольким направлениям. О Айтматове написано очень много, но у меня есть отличие от других айтматоведов. 3-4 такие, например, критерии. Во-первых, я сопоставляю произведения Айтматова с другими писателями, например, с творчеством Фолкнера, Хемингуэя, Распутина, Булгакова и так далее. Анализирую, что принес Айтматов в литературу, как он влиял на молодых писателей. И в-третьих, я хорошо знаю творческие лаборатории, я читал рукописи Айтматова. Заслуги и талант великого писателя признали во всем мире. Чингизу Айтматову установлены памятники и бюсты во многих странах. Также во многих государствах периодически проводятся мероприятия, посвященные Айтматову. Я думаю, что все, что делается, это для подрастающего поколения, для будущего поколения, чтобы они читали, чтобы они знали, что есть такие писатели, что есть какие-то произведения, которые там имеют какое-то значение. И, конечно, что в будущем они могли быть такими же, как он. Имя Чингиза Айтматова известно не только в литературных кругах. Писатель занимался и государственной деятельностью. Он был депутатом Советского Союза, возглавлял посольство СССР в Люксембурге, затем был послом в Бельгии, Нидерландах и во Франции. Чингиз Айтматов участвовал в формировании позиции правительства на уровне международных организаций, а также при выработке международных документов заключения соглашений. Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, высоко ценивший творчество и лично Чингиза Айтматова, говорил, что Чингиз Айтматов, подаривший замечательное произведение «Сокровищница мировой литературы», является гордостью как Кыргызстана, так и всего тюркского мира. Айтматов сделал очень многое для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами, отметила глава Федерального совета России. По словам Матвиенко, Чингиз Айтматов одним из первых призывал к диалогу цивилизаций. По своей природе он был созидатель и объединитель. Великий писатель особенно дорожил дружескими отношениями между Киргизией и Россией. Как вы знаете, Айтматов вырос в семье, где свободно говорили на киргизском и на русском языках. Он подчеркивал, что для киргиза оба этих языка – два крыла для птицы. Помимо этого, в литературном мире есть премия имени Чингиза Айтматова. Она была учреждена постановлением Межпарламентской ассамблеи СНГ в ноябре 2012 года. Ежегодная премия присуждается за заслуги в области культуры, просвещения, вклад в развитие гуманитарных наук, литературы и искусства, за укрепление мира и дружбы, а также за развитие духовных связей между государствами. Ахмер Нурдинова, Меринбек Чусупек, ЛТР, Бишкек.